Вместо того, чтобы обвинять себя, считать себя непривлекательным, слишком высоким или слишком маленьким, полагать, что у вас что-то в избытке, а что-то в недостатке, попробуйте проснуться утром и сказать самому себе: «Я шедевр». Когда начинается ваш день, вам необходимо овладеть вашим утром. Как проснетесь, поблагодарите утро. Благодарю тебя за благодать. Благодарю тебя за милосердие, за понимание, за мудрость. Благодарю тебя за родителей, за любовь, за доброту и за смирение. Благодарю тебя за мир и процветание. Заранее поблагодарите за то, что уже ваше. В действительности жизнь не происходит с вами. На самом деле жизнь для вас. Сегодня мой вопрос такой: какое свое «я» вы сегодня озвучите? Я победитель, я везунчик, я талант, я избранный. Кто-то из вас, если просто изменит свое «я», уже перейдет на новый уровень развития. Я сильный, я уверенный, я подготовленный, я больше, чем победитель, я способный. Убедитесь, что из ваших уст исходит правильное «я». Заранее поблагодари за то, что уже ваше. Истинное желание находится в сердце. Этот непреодолимый зуд, который вы испытываете, это и есть то, что вы хотите сделать. Это то, что вы хотите сделать, чтобы помочь другим развиваться и зарабатывать деньги. Это желание, этот зуд – это ваша Божья воля. Заранее сядьте и определите, какое ваше предназначение. И у вас может быть все то хорошее, что вы хотите. Составьте список из 1 или 2 дюжин этих «я». Читайте их весь день напролет. Запечатлейте их в своей душе. Сосредоточьтесь на них. Возможно, не все они прямо сейчас реальны, но вы должны называть свои качества такими, будто они уже существуют. Я процветающий. Я свободный. Я талантливый. Я молодой. Я красивый. Я привлекательный. Каким должен быть ваш идеальный день? Я имею в виду ваш идеальный день. День, который вы прожили и поздно вечером просто подумали: это был мой самый невероятный день. Я хочу, чтобы большинство моих дней и моя жизнь были вот такими. Каким же будет этот ваш идеальный день? Не ждите до конца своих дней, чтобы провести этот идеальный день. Не ждите до следующего года или следующей недели, чтобы прожить такой день. У нас есть выбор проснуться каждый день и проживать этот день идеальным для нас образом. Таким образом, мы показываем себя такими, какими мы хотим быть. Таким образом, мы делаем то, что захватывает нас, привлекает нас и вдохновляет. Таким образом, мы ведем дела и общаемся с людьми, накапливаем жизненный опыт
что позволяет нам ощущать себя по-настоящему живыми и полноценными. В нас может быть то, что я называю жизненная энергия. У каждого она есть. Поощряйте себя. Никогда не говорите о себе плохо. Многие из нас никогда бы не подошли к другому человеку и не стали бы критиковать его, по крайней мере, в лицо. Тем не менее, мы без проблем критикуем себя. Я такой медлительный, я такой непривлекательный, я такой недисциплинированный. Это проклятие вашего будущего. Сделайте себе одолжение и заткнитесь. Мы уже достаточно в жизни сделали против себя. Не вредите себе. Будьте человеком с хорошим позитивным мышлением. Будьте человеком, совершающим добрые и хорошие поступки. И вот однажды вы проснетесь и скажете: «Я чувствую себя просто потрясающе. Я чувствую себя необыкновенно. Я настроен позитивно». И то, что вы почувствуете, будет называться жизнью на полную катушку. Ты все еще здесь, и у тебя есть еще один шанс сегодня сделать лучше. И быть лучше. Еще один шанс стать тем, кем вы были созданы, и осуществить то, для чего вы были созданы. Первое, что я делаю, когда просыпаюсь, это главное. Я улыбаюсь. Если вы будете верить и просто каждый день выходить на улицу с улыбкой на лице, вы будете счастливыми в той ситуации, в которой находитесь. Тогда вы пройдете испытание. Я на самом деле верю, что как вы начнете день, то так вы его и закончите. Когда вы начнете день правильно, с мощным и вдохновляющим настроем, то это полностью изменит все, что вы делаете и переживаете в течение всего дня, в течение всей жизни. Но в то же время, если вы начнете день неправильно, если вы начнете день, как это делают большинство людей, которые постоянно злятся, ощущают стресс и беспокойство, испытывают все эти негативные эмоции, которые наполняют все их тело. В результате это повлияет на все, что они делают в этот день. Это повлияет на их жизненный опыт, на их отношения с людьми в жизни. Потому что, когда вы в плохом настроении, вы будете относиться к людям совершенно иначе, если бы вы были в хорошем. Это также повлияет на ваш опыт общения с клиентами. Это повлияет на ваше здоровье и ваше тело. Но самое важное – это повлияет на качество вашей жизни. Когда ты улыбаешься, для меня это знак признательности. Это означает: «Боже мой, я живой. Я праздную то, что я по-настоящему живой». Вы знаете, неплохая мысль отпраздновать то, что у вас появился другой день в жизни, который является самым лучшим подарком, который вы можете попросить. Еще один день, чтобы создать желаемое. Еще один день, чтобы осуществить свои цели, свои мечты. Еще один день, чтобы испытать жизнь на полную мощь и отведать все дары и радости, которые вам может предложить жизнь.